Вспомните тех ваших друзей, которые, когда у вас власть, когда у вас деньги, они днем звонят, ночью звонят, вечером звонят, утром звонят, в телефон звонят, в домофон звонят, они постоянно океан. Как только вы завтра банкротом станете, этих чайных друзей не останется. Я таких друзей называю чайными друзьями. С ними чай пить хорошо и больше ничего с ними делать невозможно. За чаем они все красивые, хорошие. Вот они не были чайными друзьями. Вот это вот корыстная любовь и бескорыстная любовь, в чем разница? У этого есть вот это, у этого есть вот это, у этого есть вот это, у этого есть вот это. Значит, им можно пользоваться, брать, ассаламу алейкум, алейкум, субханаллах, машаллах, вот эти вот интимные разговоры начинают. Как только у тебя этого нету всего, как только ты не можешь помочь, эти друзья их как ветром сдувают. Понимаете? Поэтому вот эти вот моменты искренности, это дарс вам от Аллаха. Вы теперь узнали этого человека, увидели по-настоящему, кто он. Вроде бы вы были вчера большим денежным мешком, у вас было много друзей. Один человек говорит, я, говорит, не в столовой кушал, когда, не в кафе кушал, когда деньги у меня были. Я в ресторан ходил каждый день по 3 раза, говорит, и со мной, говорит, еще прилипал было человек 20, потому что я за них за всех платил. А как только у меня все это ушло, и этих прилипал, у меня не стало. Но зато я получил дар. А искренний друг, он всегда с тобой. Ты перед ним засохший хлеб поставишь с водой, он на это канат, он не скажет, где шашлык, где мясо, я это не буду, я это не хочу. Ну, не будешь, салам алейкум. Как, чем богаты, тем мы рады пока. Когда будет лучше, придешь. Ну, пока вот так. Какого цвета твоя одежда? Красный цвет пророк не любил. Зачем ты в красном пришел в мечеть? Белый любил. Зачем ты в белом не пришел? Ну, не было возможности. Пришел в белом хайр, не пришел в белом. Тоже неплохо, он же пришел. Понимаете? И поэтому Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, не начинал проверять, как ты с женой спишь, что ты говоришь. Это все не третьестепенно, не стостепенно, 500-степенные вещи начинает человек ковырять, и человеку скажут, блин, здесь же вообще не возможно. Здесь, оказывается, шагу не вступишь. Он подумает, что человек пришел в мечеть, а у тебя обрезание есть? Твое какое дело? Ты куда полез? Хоть один хадис есть, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел бедуин с пустыни принимать ислам и задает вопрос. У тебя обрезание есть? Нет, иди сначала обрезание сделай, потом придешь ислам принять. Это же абсурд. Понимаете? И люди будут продолжать делать такие ошибочные вещи, и потом они будут говорить, а что же мы не так делаем, что вроде человек этнический мусульманин, таджик, узбек, казах, киргиз, азербайджанец, да, татар и так далее, а в ислам он не приходит. Потому что он наговорился вот так вот с теми людьми, которые, может быть, не должны быть